Триумф российских старшеклассников на Международной географической олимпиаде, которая прошла в Стамбуле. Несмотря на то, что в этом году количество участников было рекордным, наши ребята доказали: наука о Земле в стране, которая дала миру Афанасия Никитина, Михаила Лазарева и Семена Дежнева, изучается на самом высоком уровне. Репортаж Анастасии Литвиновой. Победители Олимпиады Рустам Бигильдин и Ольга Овчинникова из Твери в Москву возвращались на дневной электричке. По пути начали смотреть виртуальную церемонию награждения, досматривали трансляцию уже на перроне. Best geography student in the world for 2021, Rustam Bigildin. Рустам еще вчера узнал, что по баллам вошел в число золотых медалистов. Но только сейчас стало понятно, он стал лучшим в мире. Оля, наоборот, немного расстроилась до золота. Ей, оказывается, не хватило каких-то полбалла. Я очень долго к этому шел и очень долго к этому готовился. И я очень рад, что все получилось так, как я мечтал и как планировал. Тоже результат долгожданный. Когда-то я еще об этом даже не мечтала, а сейчас вот рада, что мечта сбылась. Международная олимпиада по географии для старшеклассников в этом году поставила перед ее юными участниками самые серьезные вопросы, которые есть на Земле. Из-за пандемии проходила она в онлайн-формате, а большинство заданий касались глобального потепления. Нас попросили порассуждать о перспективах Северного Ледовитого океана и проблемах, которые будут вызваны таянием льдов. О таянии льдов в Арктике старшеклассников попросили написать небольшое научное эссе. Но, как считает тренер наших олимпийцев, в будущем именно им предстоит решать глобальные климатические задачи. Ведь со школьной олимпиады все только начинается. Именно эти ребята становятся такими серьезными исследователями. Но вот за долгий период подготовки наших ребят у нас уже есть там несколько кандидатов наук, уже есть даже доктора наук. В Олимпиаде участвовали 180 школьников из 46 стран мира. Нашу сборную собрали в образовательном центре в Твери. Без медалей никто не остался. У нас 4 человека, 2 золота, 2 серебра. По общей сумме баллов наша команда в итоге стала первой. Второе золото у Никиты Панфилова, еще одно серебро у Лены Агаповой. Она одна из самых юных участниц Олимпиады. В этом году только закончила 10 класс. Это все так очень интересно. Поэтому мне кажется, что географию можно учить вечно. И все равно не выучить. Из 4 победителей 3 в этом году закончили школу и решили продолжить изучать географию. Все они выбрали для этого географический факультет МГУ. Ребята были зачислены туда без экзаменов после того, как победили на Всероссийской олимпиаде по географии весной. Но после получения аттестатов они начали готовиться к Балтийской олимпиаде, потом к международной. Лето прошло без отдыха. Только сейчас у них начинаются короткие летние каникулы. Анастасия Литвинова, Павел Мейер, Вести. Сейчас об успехах российских школьников. Наши ребята заняли первое место на Международной олимпиаде по географии. Они завоевали сразу 4 награды, 2 золотые и 2 серебряные медали. И это при том, что конкуренция была очень высокая. Рекордное число участников – 180 старшеклассников почти из полусотни стран. Да и проходили состязания из-за пандемии дистанционно. Российская команда выполняла задания на базе учебного центра в Тверской области. Но это не помешало нашим ребятам добиться блестящих результатов. Одному из россиян удалось стать абсолютным победителем, завоевав больше всех баллов. Я с самого начала надеялся на победу, когда я начал подготовку 2 года назад. Я поставил себе цель занять первое место на Международной олимпиаде, и я выполнил эту цель. Один из важных элементов победы в олимпиаде – это уверенность в себе и настрой. Для меня даже было не столь важна медаль, сколько свои собственные ощущения, что я выложился на 100% перед самим собой, перед тренерами и перед учителями. Самое главное, что дает эта олимпиада – это уверенность в себе, в том, что ты стоишь на верном пути и развиваешься в том направлении, которое тебе интересно.